«Россия. Моя история» – это единственный крупномасштабный мультимедийный исторический парк в Якутии. Он известен не только своими выставками, но и как современное пространство для проведения мероприятий. Парк приглашает к сотрудничеству. Мы предлагаем удобные и вместительные помещения, идеально подходящие для мероприятий до 200 человек, с созданием уникальной атмосферы для вашего события. Участникам мероприятия парк предлагает увлекательную экскурсию по своим экспозициям и погрузиться в богатую историю России. Мультимедийное оборудование парка поможет вам провести мероприятие любого формата, от малых форм до грандиозного шоу. Большущее мероприятие, посвященное ко Дню защиты детей. Это ежегодное наше шикарнейшее для детей мероприятие. И вот у нас очень много локаций, мастер-класс раскраска магнитки, глиняные игрушки делают, настольные игры, раскраски. У нас очень много локаций, концертная программа шикарная, библиотека «Мир приключений» проводит записи, книги выдает. И, конечно, других локаций у нас очень много. Как вам праздник? Замечательно, очень интересно, очень хорошо устроено и весьма много различных тут объектов для детей. И, в принципе, ребенку очень нравится, сыну. Уже были у пожарных? У пожарных, да, были. Очень понравилось. Понравилось, да? Да. Стесняемся. Ой. Спасибо. Как тебе праздник? А вам? Хороший праздник. Спасибо, МЧС. Вы проиграли, да? Я проиграла. И что он сейчас выиграл? Он попал, видите, даже целых 3 раза попал, а я ни разу. То есть получается, он сейчас получит мороженое или пирожок? Наверное, да, пирожочек получит. Как вам сегодняшний день? Очень отличный день. Видите, как много людей? Вообще прекрасно. Автомобиль сам предназначен, он называется автомобиль газодымозащитной службы. То бишь мы не занимаемся тушением пожаров, мы занимаемся заменой и заправкой воздушных баллонов для пожарных. Здесь мы имеем большой компрессор, заправочную станцию, ресивера с баллонами, с воздухом и также комплект резервных баллонов. Я пустой ставлю сюда, подключаю к компрессору и заправляю также его. Ежегодно в рамках Дня защиты детей Главное управление принимает активное участие. Вот сегодня по приглашению парка «Россия. Моя история» мы принимаем совместное участие на их территории с выставкой пожарной техники и демонстрацией пожарно-технического вооружения. Это важно как и для нас, и так и для детей, и для их родителей, потому что тем самым мы приобщаем культуру безопасности, внедряем ее в каждую семью практически, и дети уже могут совершенно безопасно проводить каникулы, не опасаясь каких-то происшествий, чрезвычайных ситуаций, и смогут грамотно действовать при их возникновении. И, конечно, они могут потом пойти по пути вступления в ряды пожарной охраны, спасателей и других специализированных служб.
нас дети должны правильно разукрасить дорожный знак. Тому, кто правильно будет раскрашивать, да, дорожный знак. Вот, например, мальчик у нас правильно рисует, тому достается приз. А также даем вот памятки для пешеходов, для лиц, использующих СИМ, то есть как правильно передвигаться на велосипедах, на СИМ и так далее. А также у нас в скором времени пройдет викторина. И вот будем играть в игры, то есть передача вот жезла как бы по кругу, да, потом уже вот, то есть если жезл остановится на одном человеке, вот этот человек уже должен будет отвечать на вопросы по правилам дорожного движения. Скоро выйдем на улицу, там у нас будут гонки на велосипеде, и вот также каждого участника будут ждать, конечно, призы. Но главное, что участники должны усвоить. Правила, как правильно кататься на велосипеде. Конечно, будем, да, проводить инструктаж перед тем, как они начнут гонки. Наш парк открыт для самостоятельного посещения, но лучше записаться на экскурсию, и тогда мы вам расскажем о том, какие цари выпрыгивали в окна Кремля, потому что никакими царями на самом деле и не являлись. О том, как передвижные города мешали восточной работорговле. И о том, как русский император чуть не стал магистром духовного рыцарского ордена. В этом году экспозиция Романовой была обновлена. Добавлено множество новых тем и интересных фактов, от подстаканников до трехлинейных винтовок. «80 лет Победы. Без права на забвение. От первых минут войны до последних часов. История о великом подвиге на нашей экспозиции. Архивные документы и видеозаписи. Люди и события. Подвиги и лица. О якутянах, не жалевших себя в боях за родину на нашей региональной выставке. Парк работает со вторника по субботу с 10 часов утра до 6 часов вечера. Из 9 действующих выставок только 4 имеют платный вход. Для взрослых 200 рублей. Для детей до 17 лет все бесплатно. Интересные экскурсии вы можете оплачивать пушкинской картой. Парк «Россия. Моя история» ждет вас. — 7 июня в историческом парке «Россия. Моя история» пройдет исторический фестиваль, на котором вы можете приобщиться к истории средних веков и нового времени. Все активности будут располагаться в двух зонах. В зоне прогулочной, где будут находиться фудкорт и ярмарка, а также в зоне зеленой, которая располагается у меня за спиной. 7 числа тут будут реконструировать события 20 века. Клуб военно-исторической реконструкции «Красный Восход». На нашем мероприятии они будут реконструировать быт 20 века, а именно солдат Великой Отечественной и Гражданской войны. Вот стоит
отметить еще раз, что историческая реконструкция находится вне политики. И именно поэтому у нас, помимо красноармейцев, есть еще и представители Белой армии, первого якутского партизанского отряда, которые активно противостояли большевикам, и представители немецкого лагеря. Тут будут заниматься фехтованием, в котором можете поучаствовать и вы. Мы будем показывать сражения на спортивных имитациях исторического оружия. Для населения будет предоставлен интерактив на безопасных имитациях из поролона. Потому что наш клуб в первую очередь спортивный с исторической стилистикой. В котором можете поучаствовать и вы. Стрелять из арбалетов, луков, подготавливать осадные орудия. Писать на средневековых элементах письма и всячески приобщаться к культуре прожитых лет. Если вы любите историю, приходите к нам 7 июня.